Окно в Бразилию закрыто, форточка осталась. МОК, хоть и не без оговорок, все же разрешил российским спортсменам принять участие в летней Олимпиаде 2016. Индивидуум должен иметь хотя бы один шанс доказать, что обвинения против него безосновательны. Медиа по всему миру отреагировали немедленно. Это серьезная угроза для имиджа России и ее престижа в мире. МОК не отстранил Россию. Всеобщего отстранения для спортсменов России не будет. Российские легкоатлеты на игры в Рио не поедут, а насчет других дисциплин еще предстоит выяснить. Это решение будут принимать отдельные спортивные федерации. Западные обозреватели называют это решение слишком мягким. В американском антидопинговом агентстве заявили, что МОК отказался принять на себя лидерство в этом вопросе. МОК оказался недостаточно сильным, чтобы принимать решения самостоятельно. Это их сфера ответственности, их игра. Так что решать, кого приглашать, а кого нет, должны были они сами. В сюжетах российских СМИ благодарностью не пахнет. Там продолжают искать виновных в сложившейся ситуации. В частности, вновь упоминают имя Григория Родченкова, бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории, который первым рассказал о массовом применении запрещенных препаратов в российском большом спорте. Перебежчик сомнительной репутации Родченков. Отдельным пунктом в сюжетах российских СМИ проходит Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Международная федерация вносила такие требования, которые выполнить было невозможно. Некоторые медиа прямо заявляют, это все происки Запада. Большой спорт постепенно возвращается в эпоху холодной войны. И везде поливают нас грязью, везде клевещут. Американцы эти препараты употребляют в больших количествах. А против России на Западе взъелись из зависти, но отстранить от игр полностью побоялись. Россия не та страна, с которой можно поступать некорректно. Летняя Олимпиада в Бразилии начинается менее чем через неделю. Российских чиновников от спорта туда не пустят, а провинившиеся атлеты уже заявили, медали, выигранные в Рио, будут не настоящими, а псевдозолотыми.